Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема такая: что либо кто вас скоро порадует. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Назовите свое имя, задайте свой вопрос. Кто что меня скоро порадует? Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ох, куда-то вас пригласят. Какое-то идет приглашение. Пригласят вас добрые люди на хороший праздник, там, где будет тепло, там, где будет весело, где будет вкусная еда, где будет музыка, где, понимаете, вам будет каждый рад. Вот пойдете, отдохнете, удовольствие получите. Прям мероприятие такое очень теплое идет, теплое. Вот сердечность прям чувствуется от этого мероприятия. Вы знаете, я вижу, что вы накануне, может быть, будете как-то расстроены, либо в день, когда вас будут приглашать, либо вы должны будете прийти по указанному адресу. Может быть, самочувствие даже у вас будет не очень. Там голова болеть может, там какие-то в спине боли могут быть. Но вы все равно идите. Вы туда придете, такая атмосфера теплая, она вас полечит. Полечит, и вы вот прям как расслабитесь. Такое ощущение вот добра и радости на душе. Обязательно идите. Там добрые люди, там хорошо проведете время. Дальше, мои хорошие, кто-то вот по соседству вам чем-то поможет. Может быть, вы с этой соседкой либо соседом не особо общаетесь, а вот человек как-то с душой к вам идет. Знаете, либо что-то будет вам предлагать, скажет: вот у меня много, да, там с дачи вернулся, урожай привез, давайте я вам там мешок яблок дам, да, либо там сетку там с луком каким-нибудь там, не знаю, вкусным. Вот что-то вам дадут. И знаете, вот раньше никто ничего не давал, а тут дают, и вам тоже так прям хорошо на душе. Вот мир не без добрых людей. Может быть, вы где-то разочаровались в людях, в человечном отношении, а тут на тебе, да, человек, который, грубо говоря, особо даже не здоровался, вдруг приходит сам и говорит: а я вас хочу угостить, либо что-то вам дать, чем-то с вами поделиться. Очень приятно будет. Дальше, мои хорошие. Здесь вот мне нравится, у вас какая-то идет, как бы это сказать, да, встреча с прошлым у вас идет. Человек, которого вы давно знаете, может быть, долго не общались, там, не встречались, не виделись. Случайно вы с этим человечком пересечетесь, может быть, где-то в городе, может быть, я не знаю, там, на почте встретитесь, либо в банковском отделении. Человек вам так обрадуется. Тут прям, знаете, и обнимашки, и поцелуйчики пойдут. И вот прям так поговорите тоже с этим человеком. И человек вам что-то сообщит. Сообщит какую-то важную информацию, которая долго не давала вам покоя. Смотрите, тут как бы два в одном. С одной стороны, вы с человеком добрым повстречаетесь, который вот прям будет аж цвести и пахнуть в вашем присутствии, да, вот от переизбытка чувств и эмоций. Плюс вы получите очень важную информацию для вас. Вот благодаря этой информации, ну, какая-то болька утихнет в вашей душе. Не могу сказать, о чем, что за информация, но вижу, что она идет вам как лекарство, облегчение несет вам эта информация. Так, кто у меня в паре, в семье, в браке? Здесь идут перемены в мужчине, в его поведении, в его отношении. Вот знаете, как будто бы что-то начал понимать. Наконец-таки, да, там 10-20 лет живем, все там строил из себя что-то, там эго такое раздутое, трехэтажное, а то вдруг станет попроще, станет позговорчивее и к вам потянется. К вам потянется. Вот не будет там всяких этих придирок, либо ой,
тоже мне там, откуда тебе знать и прочее, прочее. А наоборот, знаете, будут подходить, советоваться, спрашивать, интересоваться, пытаться быть вам приятным. Вот так человек себя начнет вести. Вы прям, знаете, переполошите, скажете: ой, точно, подменили. Это как инопланетянин. А инопланетянин переоделся в моего мужа, мой муж не такой был. Девчонки, все нормально. Да, людям все-таки свойственно меняться, и до вашего начало доходить. Не исключено, что ваш мужчина с кем-то где-то пообщался. Ну, в плане там эзотерики, может быть, кто-то что-то ему там предсказал, нагадал, и он испугался. Он испугался, задумался и сопоставил какие-то факты, понял: ага, я все это время был неправ. Боже мой, а вот вдруг она от меня откажется, а вот вдруг она сейчас себе найдет другого. Вот, а что я буду делать? Я хочу ее потерять? Да, ну никогда. Не. Я пропаду без нее. Мужчина полностью будет менять свое отношение и поведение, причем в лучшую сторону. А сейчас многие скажут: господи, но мне и даром не надо, да? Жизнь прожита. Если бы раньше я бы еще там согласилась, сейчас уже не хочу. Девчонки, вы не правы. Ваша жизнь с ним, она станет другой. Она наполнится радостью, она наполнится какими-то беседами, разговорами, общими интересами. Еще заживете лучше, чем в молодые годы, мои хорошие, поверьте. Вы, главное, не подначивайте этого мужчину и не пытайтесь искать подвоха. Подвоха здесь нет. Человек действительно вот прям посидел, подумал, переосмыслил все, что было, все, что делал. Он идет вот с открытым добрым сердцем. Да, может быть, не сразу получится стать идеальным, но тем не менее он будет очень стараться, вы будете это видеть. А для девочек, у кого, скажем так, с мужчиной, скорее всего, какие-то треугольные отношения, либо мужчина, туда-сюда, перебежчик, да, постоянно с одной кровати на другую прыгает, либо с одного дома в другой дом. Здесь вот будет принято какое-то решение. Причем решение будет для вас приятным. Я не могу сказать конкретно. Я вижу, что вы у меня в позиции человека счастливого, человека, который доволен тем, как складывается эта ситуация. Что бы он там ни решил, что бы он там ни сделал, что бы вы ни решили, я вижу, что для вас это удачно. Вы считаете, что вот это хорошо, вот это мне подходит. Да, какие-то, может быть, я не знаю, оправдает, да, ваши надежды этот человек, какой-то его поступок, поведение, либо его решение. В любом случае, вам праздновать победу, вот как хотите. Вы у меня в роли победительницы выходите. Дальше. Вас порадуют какие-то денежки. Денежки прямо на пороге. Либо долг вам будут возвращать, либо, знаете, как почтальон, может быть, принесет вам деньги, начисления, перечисления, либо вы получите документ, по которому какая-то сумма вам предназначается, и вы вот прям обрадовавшись пойдете получать. А деньги эти вы не ждете. Вот фишка в том, что вы не ждете этих денег, даже вообще об этом не думаете. А вот к вам придут, скажут: вот, а вы знаете, вам тут сумма начислена, идите скорее получайте. Вы пойдете и получите, будете очень довольны. Довольны тем, что деньги идут. Потому что вижу, что кому-то деньги очень нужны. Очень прям какая-то сумма вам нужна. К вам придет сумма большая, чем вы нуждаетесь, то есть у вас еще остаточек останется. Вот. И свой, например, там долг, либо какую-то необходимую оплату сделаете, плюс еще как наваритесь. Вот это у вас идет. Так, мои хорошие, идем дальше. Кто вас что будет радовать? Здесь вот ребенок выходит у меня, какие-то мысли ребенка, либо высказывания ребенка, либо какое-то поведение ребенка. Здесь даже не только радости, сколько, наверное, гордости за ребенка. Вот как он себя проявляет, да, как он мыслит. Вроде как маленький-маленький, а смотрите, какой удаленький он оказался. Да? То есть вы будете вот прям горды, что вы хорошая мама, либо хорошая бабушка. Воспитали вот такого замечательного человечка. Приятно, очень будет приятно. Так, а здесь вот смотрите, кому-то собачку подарят. Это именно собачка вышла. И я так скажу, собачка, может быть, маленькая вам будет подарена, но она вырастет достаточно крупную собаку. Да. Вот кому-то прям
позарез нужен именно такой друг. Ну вот кого можно потискать, да, с кем можно вот прям, не знаю, согреться. Кому-то идет животное, мои хорошие, это идет как подарок. Вы себе не покупаете, а вам именно дарят. Либо, знаете, вы хотели одну породу, да, думали об этом, там, искали себе хорошие варианты, а тут вам вот дарят совершенно другую породу. Но я так скажу, вас эта собачка как бы находит. Вот именно она для вас идет. Ну, либо вы для нее. То есть это какой-то судьбоносный момент, и именно это животное должно быть вашим вот таким вот преданным другом. Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Если вы боитесь, что у вас там какие-то аллергии, что будет грязь, что вы не справитесь, нет, все будет замечательно, все будет хорошо. Либо, например, дети могут тоже, знаете, как принести домой собаку и сказать: ну все, мама, папа, вам сюрприз, подарок от нас, вот эта собачка теперь будет жить с нами. Тоже не отказывайтесь. Вот как будто бы животное само вас находит, идет в ваш дом. С какой-то вот целью, знаете, как защитить, огородить. Я сейчас такую вещь скажу, потому что собака все-таки вышла. Обратите внимание на клыки этой собаки. Вот они будут какие-то необычные. Может быть, длиннее, чем у других собак, да, той же породы. Либо вот как-то расположены зубы не так. Вот. Эта собака, она чем-то отличается. В ней есть какая-то магия в этой собачке, заложена в ней, вот внутри. Вот. Собака вот прям как человек будет. Ну, не зря же ее прям другом показали. Кстати, как главное событие даже показали. Обретение вот именно такого друга в виде собаки. Так, интересно, здесь какие-то женщины, может быть, родственницы, может быть, коллеги, как-то очень плохо о вас отзывались, либо плохо к вам относились. Не могу сказать, что они к вам прям переменились, но то, что они к вам будут улыбаться, то, что они не будут вот дальше продолжать там свое грязное дело, это я вижу. Не могу сказать, что на них повлияет, но вижу, что вот идет перемена именно в отношении к вам. Если раньше было там осуждение, придирки, то теперь будет одна доброжелательность. Не скажу, что вы прям подружитесь, но вот их агрессия, она, либо предвзятое отношение, да, это все сходит на нет. На нет. То есть вы как... Не знаю, то ли примут они вас в свой коллектив, то ли они по поводу вас ошибались, тут прозрение придет. То есть люди, эти женщины, вернее, к вам начнут хорошо относиться. У вас и общение с этими женщинами наладится. Ну и так потихонечку будете общаться уже без всяких там напряжений между вами. Так, какой-то интересный мужчина очень интересный, с предложением. Это очень похоже на работу, либо на обучение. Знаете, вот если работу, то высокая зарплата, если обучение, то с какой-то скидкой. Приятный мужчина, не для любви, сразу говорю, да, этот человек вам помочь должен, либо чему-то научиться, либо получить работу. Вот. И мужчина такой вот прям, ну, вам понравится, вам этот человек, вот именно как человек понравится, не как мужчина, а как человек. Кстати, если смотрят меня мужчины, тоже вам будет предлагать мужчина. Вот у него какая-то особенность, то ли у него зрение плохое, то ли, не знаю, тут как-то щурится, что-то вот у него с глазами. Вот. И несмотря на то, что у него проблемы с глазами, вот именно вас он рассмотрит, что вы там либо очень талантливый человек, либо сотрудник на вес золота. Вот, очень такое предложение прям по душе вам идет от этого прекрасного человека. Так, еще вышла коса. Но коса вышла с правой стороны и над каким-то человеком. Человек либо противный вам, либо человек, который много неприятностей вам причинял. Ну, над человеком коса, значит, идет обрубание этого человека. Не будет больше вам противности сделать, не будет вам мешать, либо не будет заниматься своими грязными делами, которые вам вредят. Также у кого-то обнаружится,
вернее, вскроется, да, что какой-то человек, например, подворовывал, да, что-то ваше забирал. Вот. Какие-то неприятности на голову человека упадут. Ну, прям покосит его, скосит и покосит. Какой-то недоброжелатель, враг, либо ну, вор даже, опять же таки, тоже может быть. Вот прям настигнет его эта коса. Ну, для вас это положительный момент в том, что справедливость, она существует, и в том, что вот справедливое возмездие настигло очень нехорошего человека. Так оно и будет. Даже если, например, вы об этом не думали, это произойдет. Вот, нехорошего именно человека. Так, еще мне очень нравится, что у вас идет приобретение чего-то важного для вас. Это какой-то предмет, либо какая-то вещь, какая-то спонтанная покупка. Но вот где-то вы будете находиться, что-то вы увидите, и сами вот себя не поймете, вам захочется купить эту вещь. Когда вы ее купите, да, будут мысли: ой, зачем я купила, надо отнести обратно, а потом она вам очень-очень пригодится. И вас за эту вещь еще будут люди хвалить, да, за то, что вы это купили. Вот, даже хвалить, там, благодарить. Что-то вы такое прям купите, очень важное и нужное. Да, не отказывайтесь от спонтанных покупок. У вас прям потянет. Вы потом будете себе удивляться, будете думать, да, вот как моя интуиция так сработала, что меня именно к этой вещи потянуло, либо к этому предмету. Я это купила, и вот как мне это пригодилось. Вы знаете, мои хорошие, вот вам еще один момент идет, да, задуматься о том, кто вы есть, насколько сильная у вас интуиция, насколько вы умеете предвидеть, предчувствовать. Да, не все, например, там, могут работать в эзотерике, да, заниматься какими-то магическими вещами. Но пользоваться своей интуицией для себя и для своих близких вы можете спокойно. Доверяйте почаще себе и доверяйте голосу своей интуиции. Это очень важно. Вот смотрите, я об этом говорю, и у меня начался эзан. Это знак того, что эти слова верные. Мои хорошие, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.